Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. С 1 сентября 2022 года упростятся федеральные авиационные требования для работы малой авиации. Как это отразится на пассажирских и грузовых перевозках в регионе, мы узнаем у гостя студии Ивана Лукина, председателя Ассоциации малой авиации Республики. Иван Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Каким образом упростится деятельность малой авиации в стране и что это даст жителям региона? Ну, все знаете, что в республике у нас остро стоит вопрос транспортной доступности наших 629 населенных пунктов. Определенные трудности. И исходя из этого, вот именно применение малой авиации имеет особое значение. И вот, наконец, 15 марта этого года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ министра транспорта России Савельева Виталия Геннадьевича от 12 января этого года, так называемые федеральные авиационные правила номер 10, в которых именно удовлетворено наше основное предложение о том, что по применению самолетов малой авиации в пассажирских, грузовых и почтовых перевозках, которые были ранее запрещены самолетом класса Ан-2 и вертолетом Ми-2. Вот. И с 1 сентября 2022 года авиакомпания, имеющая сертификат эксплуатанта, по этому ФАПу может перевозить пассажиров, почту и груз, и имея всего один самолет. Это наше было главное такое препятствие было. Раньше надо было 3 самолета иметь и 7 командного состава. Сейчас сделано таким образом, что один самолет можно в режиме авиатакси, я уточняю, а для расписания, если будем там по расписанию летать, 3 надо. Но это сперва надо начинать, а там дальше по пассажиропотоку можно дополнительно приобретать и уже ставить на расписание. Ну, начинать будем с такси, как сейчас вот между районами ездят ребята на микроавтобусах, также мы. А раньше это было запрещено. Малая авиация будет перевозить пассажиров, грузы и почтовую корреспонденцию. Как будут взаимодействовать с предприятиями и Почтой России компании малой авиации? Ну, по пассажирам, наверное, все понятно, потому что когда даже вот если Якутск брать, то у нас вот через месяц-полтора уже мы не сможем, как говорится, ездить на такси за заречные районы. Тут она может быть применена. Потом мы собираемся восстановить те полеты, которые были ранее в Итыкеле, в Амгу, Чурапчу, Барагонцы, Сангары. Ну, по крайней мере, если ехать в Чурапчу, там 2 часа или 3 часа, тут можно доехать 30 минут. Это тоже имеет наше время. Время – это деньги, будем говорить. Ну, насчет, если грузов взять, то у нас молодежь, особенно в последнее время, мало ходит в магазины. В основном ваше поколение – это заказывают по интернету. Ну, это ассоциация интернет-торговли, которой мы тоже взаимодействуем в Москве, они тоже мы глубоко заинтересованы, потому что мы в Якутию отправляем, до Якутска проблем вроде нету. Ну, грехом пополам он до Чакурдаха доходит, дальше глухо. Пока этот сам парень не приедет на Буране или как, и не заберет свой телефон или ноутбук или что-нибудь такое. Поэтому вот мы как раз и именно заинтересованы, и вас будем загружать вот такими почтовыми перевозками. Мы это поддерживаем. А какие требования будут предъявляться к деятельности авиатакси? Кто будет осуществлять техосмотр воздушных судов перед вылетом? Ну вот, если ранее, допустим, это требования были как большой компании, то есть Аэрофлот, вот Якутия, Полярные линии, там надо было минимум 7 начальников держать. Если даже 3 самолета, это 7 начальников, на каждый самолет по 2 начальника. Это же деньги, это расходы, и билет у тебя получается, ну, будем говорить, неконкурентоспособный. Поэтому весь мир, любые крупные авиакомпании, как это Pan American, Delta, American Airlines, Japan Airlines, Aeroflot, все они в свое время начинали с одного самолета, а потом уже потихонечку они выходили на большое количество. Поэтому вот этой возможности у нас не было. И вот мы 6 лет добивались этого федеральных органов власти, и вот наконец мы добились, что нам разрешили
с одним самолетом начинать. Может, мне бизнес не пойдет, может уже с меньшими расходами прекратить данную деятельность. Но если пойдет, то можно и увеличивать, и дальше работать. А кто будет осуществлять их осмотр? Техническое обслуживание, так называется, и ремонт воздушного судна, который у тебя есть, ты можешь отдельно получить сертификат на техническое обслуживание, ремонт самолета своего. Это отдельный сертификат. Но это для одного-двух самолетов невыгодно. Поэтому этот федеральное авиационное правило предусматривает, чтобы ты заключил специализированный авиационный таким центром, который именно имеет допуск на эти самолеты. С ним заключаешь договор, и они тебя обслуживают. Как будто ты автомобиль ставишь на обслуживание в автосервисе. А ребята не допущенные к этому. А такой просто перед вылетом заправить, поменять масло, это можно самому. Но для этого надо пройти обучение, в Москве это 12 дней. А насколько снизятся тарифы на пассажирские перевозки и какие отдаленные населенные пункты смогут воспользоваться услугами малой авиации? Примерно такой пилотный проект разработали, как пилотный проект в Кобяйском Улусе на самолете трехместном Cessna-182. У нас получается где-то до 40% удешевления стоимости по сравнению с полярными авиалиниями. Почему это снижение? Потому что, допустим, 182-й почти 4 раза кушает меньше бензина, чем Ан-2. Ан-2 140 килограмм, а этот кушает где-то 35-30 килограмм. Это тоже деньги. А одна бочка стоит 22-24 тысячи. Сами посчитайте, какая экономия. Теперь то, что мы самое главное говорили, что этих 7 человек, которые ничего не делают, но хотят получать зарплату, их нету. И сейчас генеральный директор может совмещать обязанности зама полетной службы, по инженерно-авиационной службе, по авиабезопасности и по наземному обслуживанию. Вместо 7 можно 2 держать. Это уже 5 человек, это и весьма приличная зарплата, это начальника, как всегда бывает. Поэтому это большие деньги. Это первое. Второе, именно у вас нет своего авиационно-технической базы. Допустим, вы имеете Land Cruiser один, и у себя же вы не держите автосервис, правильно? Вы идете в автосервис и там обслуживаетесь. А у них свой. Она тоже имеет при наших условиях очень большие расходы, потому что на каждый тип самолета надо по специальности, по радиооборудованию, по двигателю и так далее, для отдельных специалистов. Но при меньших объемах, допустим, при меньших объемах это очень дорого получается. Содержать такое, это отопление ангара, тому прочее и так далее. И плюс еще это те расходы, которые больших офисов нету, допустим, и так далее. Это называется накладные расходы. Частная компания, она имеет преимущество перед большой авиакомпанией, именно в накладных расходах. Она нашим термином называется сухой летный час. Это те расходы, которые непосредственно не относятся к полетам. Это не топливо, это не ремонт самолета, это не а именно те административно-управленческий состав, потом содержание офиса, отопление, электроэнергия, автомобили, бухгалтерия, такое. И у него-то нет таких, понимаете, поэтому один самолет. А когда будет 3, там потихонечку уже, смотря из этого, набирается. Во всем мире так, как говорится. А сколько населения будут перевозить воздушные суда в малой авиации? Тут именно из каких населенных пунктов можно будет перевозить. Тут очень простой такой есть расчет, что допустим, Ан-2 12 пассажиров берет. Почему в свое время, хотя полярники летают, все время бывают такие, что задержка до месяца, там, прочее, иногда доходит до 1,5. Потому что он переразмеренный самолет, он большой для поселка, где живет 150 человек, 200 человек. Потому что расчеты показывают, если каждый житель будет летать 2 раза в год, пользоваться самолетом 2 раза в год, летом, и будем говорить, и зимой, грубо говоря, то для того, чтобы обеспечить загрузку Ан-2,
65%, которые сейчас расчеты берут стоимости билета. Это 8 пассажиров туда и 8 обратно. И для того, чтобы 2 раза обеспечить полеты на этот поселок, 2 раза, этот поселок должен иметь население 3358 человек. Но таких поселков у нас же нет, и даже районные центры столько не имеют. Поэтому вот именно во всем мире малой авиации существуют самолеты по пассажирам вместимости 1, 3, 5, 7, 9, 12, 19. И вот, смотря сколько человек живет в этом поселке, вот ты ставишь туда вот трехместку, потому что для того, чтобы тебе рассчитывать этот, субсидию давать или вообще расчеты делать, 65% загрузки. То есть трехместный должен самолет перевозить 2 туда и 2 обратно, тогда он на 0 выходит. А вот третий пассажир – это его прибыль. Вот так. А расскажите, как все будет работать, например, из Якутска в Арктический район, как будет осуществляться перелет из Магана? Ну, это сейчас вот Министерством транспорта разрабатываются вот, меры поддержки в связи с этим ФАПом, поддержки малой авиации. Будут опорные аэропорты, где будут базироваться вот эти самолеты. Ну, как раньше, допустим, в советское время, когда я работал в Якутском управлении гражданской авиации, было 14 объединенных авиаотрядов и авиаэскадрилей. Ну, это по-простому авиакомпаний, 14. Это в Чукурдахе было, в Зарянке было, в Тиксе было, со Скалахи. Ну, в каждом аэропорту стоял по 2-3 Ан-2. Вот такой принцип дальше будет распространяться потихонечку. А какие предложения еще разрабатывают региональные власти для развития малой авиации? Вот, теперь как раз вот вторая половина нашей работы. Вот первую половину вот мы можем сказать, выполнили, устранение избыточности требований вот, к авиакомпаниям в зависимости от количества его размера компании. Да. Сейчас вторая задача – это дальше сделать создать такие финансово-экономические условия, чтобы доступность билетов для населения и дальше снижалась, понимаете, вот при этих субсидировании, потом льготные кредиты. И сейчас налогообложение авиакомпании как торговли. Мы платим все, что есть, налог и так далее, НДФЛ, то все. Это же тоже нагрузка получается. Поэтому именно во всем мире, допустим, вот в Аляске аэропортовых сборов нет. Аэропортовых сборов там нет. Это вот один из расходов, который занимает у нас 30%. Вот в этом направлении мы работать будем. Иван Владимирович, спасибо за беседу, спасибо за информацию. Гостем студии сегодня был Иван Лукин, председатель Ассоциации малой авиации республики.